Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Есть такая работа – людям помогать. Мы делаем все верно, помогая людям, и мы будем продолжать нашу работу. Какие проекты сегодня лично оценил президент Рустам Минниханов? Алия Хайрудинова. Наболевший вопрос, который не решается уже много лет. 2006 года бьемся за хотя бы не за новое здание, а за пристрой, хотя бы пристрой. Когда в 18-й гимназии появится современная, просторная столовая, узнавала Юлия Гоголева. Долгая дорога и опасный переход. Вот попробуйте зимой отсюда спуститься. А на каблуках-то? Чего хотят в поселке Торфяной, узнал Дмитрий Аринин. Солевой синдром. Сколько мне? 19 лет было, я решила попробовать первый раз наркотик. Что такое соль и зачем его едят? Узнавала Файруза Мазитова. Каждый из вас достойный пример общественного служения. Рустам Минниханов сегодня наградил лауреатов премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. По традиции церемония проходит в день создания Общественной палаты республики. Сегодня в зале те, кому не все равно. Медработники, политики, музыканты, военные. Объединяет их одно – желание каждый день помогать. Алия Хайрудинова познакомилась с героями. Сегодня в Казанском Кремле награждают тех, кто каждый день помогает другим. В этом году конкурс на соискание премии президента за вклад в развитие институтов гражданского общества собрал 55 заявок. Выбрали 8 самых-самых. Отрадно, что конкурс прошел при значительной активности общественных объединений. Все лауреаты являются достойным примером общественного служения и вносит большой вклад в развитие институтов гражданского общества. Искренне поздравляю с заслуженными наградами. Желаю дальнейших успехов. Центру лечебной педагогики «Чудо-дети». Центр лечебной педагогики работает 6 лет. Каждый год реабилитацию здесь проходят 1500 детей с нарушениями в развитии. С ними работают 50 специалистов. И сегодня их работу оценил президент. Сегодняшнее событие для нашего центра, для нашего оранжевого домика, так его называют наши детки, для сотрудников, для меня лично это большое событие. Это подтверждение того, что мы на правильном пути. На костылях, держась за маму, пришел в Кремль и Марат Ильясов. 14 лет назад после аварии его полностью парализовало. Но сила духа помогла не только встать на ноги, но и разработать уникальную систему реабилитации для всех. В ноябре месяце мы планируем открытие первого в Татарстане, первого в России уникального центра. И если это возможно, Мы приедем. Хотел бы вас пригласить. Поставьте график. Обязательно приедем, будем вместе с вами порадуемся. В зале и те, кто старался быть рядом и помогать в пандемию. Фондом «Ярдем» была организована акция «Дорога жизни». Благодаря ей ежедневно более 2000 человек получали горячее питание. Это награда всех наших волонтеров, всех наших сотрудников фонда, кто день и ночь работал в этот период. И мы благодарны руководству республики за такое внимание. А еще есть те, кто помогает незрячим детям осваивать музыкальные инструменты и вокал. Те, кто объединяет татар по всему миру, кто бережет русскую культуру, работает с ветеранами. Сегодня в зале их 8 неравнодушных героев нашего времени. А за каждым из них огромная команда людей с добрыми сердцами. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Долгожданная радость сегодня у 255 казанских семей. Они получили новые квартиры в жилом комплексе «Салават-Купере». Все с чистовой отделкой, умными счетчиками, датчиками пожарной сигнализации и погодными регуляторами тепла. Символично, что ключи сегодня получили врачи и работники скорой помощи. Важно, что те, кто на передовой борьбы с ковидом, получил надежный тыл. Я говорю, я до слез просто... Это слезы радости. Артистка камерного хора Большого концертного зала Венера Кузьмина вместе с сыном Олегом не могут поверить своему счастью. Это теперь их квартира, собственная, и больше предыдущей в 3 раза, 43 квадратных метра. Мы жили в малосемейке, и для нас это просто такой скачок. Довольно-таки большой метраж,
То есть то, что это наше жилье, наконец-то. Жилье долгожданное и для семьи Руслана Сергеева. Водитель скорой помощи с женой Эльвирой и 2 дочерьми ждал квартиру 3 года. Шаговая доступность школы и детского сада, вид из окна и просторные комнаты. Радость новоселов. Например, на этой кухне они уже запланировали, что сегодня совместно приготовят на ужин. Поставим большой кухонный гарнитур. Здесь можем готовить разные блюда. Ну, детям, где будет разгуляться, тут помогать мне будут девочки. Сегодня вместе с ними квартиры получили еще 253 семьи. Дом построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 17 этажей продуманы до мелочей. Причем учли все пожелания и замечания жильцов соседних домов. Например, решили полностью убрать мусоропровод. Во-первых, это чистота подъезда, а во-вторых, удобство жильцов. Теперь на каждом этаже появилось дополнительное место для колясок и велосипедов. В самих квартирах тоже есть изменения. Вот этот порог раньше был лишь побелен, что доставляло дискомфорт жителям. Сейчас же все выложено плиткой. Комфортный, уже в чистовой отделке, оборудован всеми датчиками, счетчиками, необходимыми для проживания. Есть сантехника, электрические плиты, все уже установлено. Заезжай и живи. До конца года рядом с домом планируют открыть и школу на 1224 места. А в Салават-Купере в целом появится 7 детских садов. Приступают к строительству и 2-го квартала. Здесь будут 9-этажные дома, широкие проспекты и тематическое зонирование территории для комфорта всех от мала до велика. Ирина Михалева, Алина Сысоева, Алмаз Зиядинов. ТНВ, Казань. В редакцию программы обратились родители учеников 18-й татарской гимназии. Они просят помочь в решении наболевшего вопроса о строительстве пристроя, в котором появятся и новые классы, и просторная столовая. Гимназия работает 20 лет, учеников с каждым годом все больше, а учатся они в здании бывшего детского сада. Проект пристроя уже готов, прошел экспертизу, но строительство до сих пор не начато. В чем проблема, выясняла Юлия Гоголева. Они собрались сегодня, чтобы рассказать о своей проблеме. Родители учеников 18-й гимназии просят возвести пристрой к школе. 20 лет с самого основания учреждения ученики занимаются в здании бывшего детского сада. Вот так здесь проходят уроки физкультуры на 35 квадратных метрах. Кадры говорят сами за себя. Когда у нас теплая погода, мы обычно выходим на улицу, но когда настает зима, не умещаемся, и поэтому побольше спортзал нам нужен. А это уже столовая. Подкрепиться сюда пришли ученики первых классов. Чтобы накормить всех, детей разводят на 15 потоков. Как говорится, в тесноте да не в обиде. На 11 столов в этой школе приходится 96 учеников. И так уже почти 20 лет. Ситуация не меняется. Жарко очень. Так себе. Непривычно. Ученики средних и старших классов 18-й татарской гимназии в основном занимаются в соседней 42-й школе. Там для них арендуют 12 кабинетов. В родные стены приходят только на уроки информатики, физкультуры или в столовую. Здесь раздевалка для девочек. Помещение совсем маленькое, тесное. После физкультуры они сюда заходят, раздеваются. Тесно очень, друг другу мешает. Нет условий для 7 и 8 классов. Для обучения, да, для лабораторных занятий. Эта гимназия единственная в районе с обучением на татарском. Учится 610 детей. И желающих отдать сюда своих чад много. Педсостав очень сильный. Воспитали 80 медалистов, 5 кандидатов наук. И готовы принять еще, только некуда. Необходим новый пристрой. Вот на этом месте по проекту должен появиться новый 4-этажный пристрой, в котором появится и новый актовый зал, и современная столовая, и 20 дополнительных классов для учеников. Экспертизу проект прошел в прошлом году, но когда он воплотится в жизнь, большой вопрос. Очень, конечно, обидно за нашу гимназию, потому что здесь учатся дети не только из нашего микрорайона, здесь дети учатся из Привольного, из Салмыча, из Вишневки, из Вознесения. В управлении образования о проблеме 18-й гимназии знают. Проект сейчас в главном инвестиционно-строительном управлении. Проект готов. Экспертиза пройдена. На сегодняшний день все в ГИСУ. 400 с лишним миллионов нужно на это. Как правило, денежные средства выделяются распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан. Возможно, и какие-то федеральные средства могут быть, но если какие-то программы будут. Родители учеников 18-й гимназии надеются, что пристрой все же появится. При таком качестве обучения и условия должны соответствовать всем современным требованиям. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
Жители казанского поселка Торфяной тоже ждут строительства, но только подземного перехода под железнодорожными путями. Как они говорят, до ближайшего 1,5 километра. Это 20 минут пешком как минимум. Пенсионерам приходится с риском для здоровья переходить через железнодорожную насыпь, чтобы добраться до соцобъектов и остановок транспорта. Насколько опасен и неудобен такой путь, прочувствовал Дмитрий Аренин. Тяжело ли на насыпь лезть, да? Очень неудобно, да. Как только мы приехали в поселок Торфяной, сразу наглядно увидели, в чем проблема у местных жителей. Не видно, что поезд идет, не всегда видно. И зимой, вот попробуйте зимой отсюда спуститься. А на каблуках кто хочет красиво одеться? Как мы видим, в этом месте повесили знак «Ходить по путям запрещено». Но здесь тропа уже протоптана, и, как мы видим, люди активно ходят. А куда деваться, говорят в Торфяном. Такие переходы совершают, чтобы кратчайшим путем добраться до ближайших остановок общественного транспорта, школ, поликлиник, магазинов. Поясним, что более 100 домов поселка Торфяной находятся между Казанкой и железнодорожными путями. Ближайшие остановки с переходами Компрессорной и Дербышки, но в обе стороны почти 1,5 километра. Как говорят в Торфяном, туда не находишься. А куда? До Компрессорного? Это же вообще нереально. И автобус здесь не ходит у нас. Очень много сады здесь, все уходят, старики, старухи. Вот молодые машиналар бар, а у нас машин нет. Мы пешком ходить тоже не можем. Вот в этом доме тетка погибла, квартирантка у нее погибла из Киргизии тоже вот в этом доме. Да в каждом доме найдется случай, который был связан с железной дорогой. Как вспоминают, трагедий на путях за полувековую историю поселка было немало. Спасительный выход здесь видят в пешеходном тоннеле под железной дорогой. Но прокопать тоннель высотой 2 метра, шириной 1,5 метра, мне кажется, вполне возможно, потому что сейчас уже вон газопроводы под реками строят, метро строят, а тут уж ничего не стоит. Но, как говорят в РЖД, все не так просто. На это есть весомые причины, и этим практически поставили точку. Согласно своду правил, утвержденного приказом Минтранса России, при выборе места строительства пешеходных переходов при скорости движения поездов от 60 до 100 км в час видимость в обе стороны должна составлять не менее 400 метров. Так как на указанном месте находится S-образная кривая и видимость в стороны составляет менее 400 метров, то строительство пешеходного перехода не представляется возможным. В письменном ответе администрации Советского района, также ссылаясь на федеральные нормативы, придерживаются позиции РЖД и советуют пользоваться ближайшим пешеходным переходом на остановке Компрессорной. Туда Торфяного уже проложили тротуары и провели освещение. Это пока единственное, что может помочь жителям поселка. Дмитрий Аренин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Двухлетнюю девочку, которую в эти выходные мама забыла на одной из улиц Автограда, перевели из больницы в дом ребенка. Там она будет находиться до окончания проверки по этому громкому делу. Напомним, коляску с малышкой поздно ночью обнаружили прохожие. Как позже выяснили полицейские, 31-летняя жительница Челнов с подругой распивала спиртные напитки. Позже по дороге домой отвлеклась на звонок супругу, после чего не обнаружила коляску на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Пока ребенок будет устроен в дом ребенка до выяснения всех обстоятельств. Также могу пояснить, что мама ребенка ранее не привлекалась по статье 5.35 и на учете в органах опеки не состояла. Купальный сезон в Татарстане официально давно завершен, но трагедии на воде продолжаются. Только за последнюю неделю еще 2 погибших. К концу недели в республике может завершиться навигация для маломерных судов на небольших водоемах. Однако из-за теплой погоды спасатели опасаются, что будут новые нарушения и новые трагедии. Эти кадры сделаны на берегу Кама у поселка Тарасово в Мамадышском районе. На прошлой неделе здесь спасатели нашли тело 52-летнего рыбака. Его искали несколько дней. Мужчина отправился с друзьями на рыбалку. Товарищи вернулись, а он нет. Еще один случай. На лодке в Чистопольском районе перевернулся 79-летний мужчина. Он был без спасательного жилета. Ежегодно в результате выхода на маломерных судах при неблагоприятных условиях, состоянии алкогольного опьянения, нарушении правил плавания и других причин погибает около 7 человек. При этом количество районов, в которых регистрируются данные случаи, уменьшается. В этом году на воде произошло на 20 несчастных случаев больше, чем в минувшем. Так мы потеряли 84 человека. Впереди не менее опасный период. Сейчас в ГИМС готовится к зиме. В силу вступают сезонные правила поведения на водоемах. Сейчас температура воды на водоемах республики, по данным экспертов, около 10 градусов. Как только она опустится до 3, на воде начнет образовываться лед. Выходить на воду маломерным судном будет запрещено. Однако исключение сохраняется для водоемов судоходных. По ней передвигаться по воде
официально можно до 20 ноября. Период навигации завершится, а в местах скопления рыбаков будут выставлены 9 круглосуточных спасательных постов. Неокрепший лед – угроза для жизни. Так, за последний год под лед ушли 5 человек. Готовим суда на воздушной подушке. Уже подготовлен соответствующий приказ по главному управлению, определены места, определены люди. Подготовлен запасы ГСМ. Самое главное, конечно, самое основное внимание детям. И уже с выходом, с начала ледостава будем активно патрулировать с выходом на водоемы. Однако только надеяться на спасателей не стоит. МЧС напоминает и об индивидуальной ответственности. При выходе на лед с толщиной менее 7 сантиметров придется выплатить штраф до 70 тысяч рублей. В этом году по самым разным нарушениям на воде к ответственности привлекли более 500 человек. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Татарстан. Казанский прецедент. Водителя с 22-летним стажем лишили прав за ДТП на электросамокате. Хотя этот транспорт не является транспортом по правилам безопасности дорожного движения. Все подробности сегодня в интернет-газете «Реальное время». Когда синтетика в крови, пугающую картину наблюдали в эти выходные казанцы. На одной из улиц города парень на глазах у прохожих буквально бился в конвульсиях. Но это отнюдь не болезнь. Вернее, болезнь, но другого характера, наркотического. И таких случаев с неадекватным поведением казанцев в соцсетях десятки. И наркологи, и сотрудники полиции констатируют, новый наркотик – соль, уже настоящий бич времени, как в свое время снюсы и спайсы. Чем опасны такие увлечения и как уберечь подростка? Файруза Мазитова спросила у специалистов. Эти кадры с интернета. На них любители синтетических веществ. В их поступках нет логики, а речь не больше, чем несвязанные выкрики. Эти кадры сняты на прошлой неделе в Казани на улице Минской. Мы показали их специалистам. Врачи утверждают, именно так себя ведут под воздействием синтетики. Это соли. Это явление нам знакомо. Это психоз интоксикационный на фоне передозировки. Человек не отдает отчета в своих поступках. Часто они попадают в республиканский наркодиспансер. Возраст от 19 до 21 года. Совсем молодые. 19 лет было, я решил попробовать первый раз наркотик. Все началось с минуты удовольствия, говорит Ксения. Она 8-й месяц лечится в одном из казанских реабилитационных центров. Сюда попала, когда поняла, что самостоятельно не сможет покончить с синтетикой. Признается, что потратила на химию столько, что хватило бы на обучение за границей. Но тогда готова была отдать все за грамм соли. Все, я чуть не покончил жизнь самоубийством. И родители забрали меня и уже положили в центр, где мне помогли очень. Так что же такое соль и с чем ее едят? Это синтетический наркотик, крайне опасный для здоровья. Соль воздействует на организм так, что человек может не спать несколько суток. Он не чувствует собственное тело, исчезает память. По сути, соль делает человека зомби. Это и проблемы со здоровьем психическим, а последствия проблемы с соматическим здоровьем, поскольку любое наркологическое заболевание влечет и осложнения со стороны внутренних органов. Только в этот реабилитационный центр, а их в республике десятки, ежемесячно поступают как минимум 7 пациентов. И это те, кому нет и 30. Их привозят родственники. Решетки на окнах здесь не зря. Чтобы найти дозу, пациенты не раз пытались убежать. У этих пациентов нет осознания проблемы. И зачастую они до последнего отказываются от лечения. Они говорят, я справлюсь. То есть такое заблуждение, иллюзия возникает в сознании. И почти 95-97% это они приходят благодаря своим родственникам. Кто ищет, тот находит, говорят врачи. Хотя синтетические наркотики запрещены. Однако дилеры находят все новые и новые пути. Полицейские говорят, все чаще перекрывают каналы поставки. Если за 9 месяцев 2016 года правоохранительными органами было перекрыто 34 канала, то за 9 месяцев 2020 года уже 49. Всего за 9 месяцев 2020 года из незаконного оборота в республике изъято более 150 килограмм запрещенных веществ. В МВД просят всех, кто владеет любой информацией, касающейся синтетики, сообщать по телефону доверия или позвонить 02. А родителям нужно быть внимательными к своим детям и их поведению. Файруза Мазитова, Игорь Романов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
В Татарстане сегодня вновь подтверждено 2 случая смерти от ковида. Оба в Челнах скончались 80- и 73-летние женщины. Таким образом, в республике зафиксировано уже 92 летальных исхода. В России сегодня рекорд по числу зараженных и умерших от COVID-19. Только за сутки в стране выявлено почти 14 тысяч новых случаев. Рекорд и по количеству умерших россиян – это 244 человека. В Татарстане за сутки зарегистрировано 34 случая от ковид, 20 из них в Казани. В Москве цифры бьют все рекорды уже который день. Сегодня здесь 4618 заболевших. В Санкт-Петербурге тоже высокий показатель – 557 человек. Много заразившихся в Ростовской области – 277. В Нижегородской почти столько же. В соседней Ульяновской области тоже антирекорд – 169 случаев ковид. Большой ассортимент эффективных препаратов, дефицитные лекарства и выгодные цены – все это приводят в аптеки Farmland почти 5 миллионов россиян в год. В них они могут найти все от простых товаров для здоровья до редких противовирусных препаратов. А как приобрести их быстро и безопасно, расскажет Юлия Муратова. Есть какие-нибудь противовирусные препараты? Да, у нас очень большой ассортимент противовирусных препаратов. Каждому из нас очень важно иметь возможность приобретать лекарства быстро и по низкой цене. Особенно сейчас. В этом помогут проверенные временем аптеки Farmland. Здесь создан большой запас противовирусных средств, дефицитных лекарств и товаров для здоровья. В аптеке Farmland уже сейчас можно приобрести препараты для лечения новых вирусных инфекций. Кроме того, в наличии популярный препарат Орбидол и другие лекарства, входящие в схему лечения вирусных инфекций. Дочка искала Орбидол, а я зашла в аптеку Farmland и здесь купила. Я знаю, что на эту аптеку всегда можно рассчитывать. Здесь есть все лекарства, даже редкие лекарства. И цены всегда низкие. Цены на социальном уровне – один из основных приоритетов аптечной сети Farmland. Здесь низкие цены, и это главное. В свое время сравнивала, проверяла, но в итоге остановилась именно на этой аптеке. Дешево и всегда все есть. Для безопасности жителей работает сайт и приложение Farmland.ru. Вы можете оформить заказ и быстро забрать его, сократив время пребывания в аптеке. Весь октябрь в приложении farmland.ru действует промокод на скидку 5%. Это позволяет еще больше сэкономить. Кроме того, мы запустили доставку заказов на дом в пределах города Казани. При покупке от 2000 рублей доставка осуществляется бесплатно. Большой ассортимент, выгодные цены и гарантированное качество. Аптеки Farmland всегда рядом. Всем желаем крепкого здоровья. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Казани впервые в мире может появиться беспилотный метрополитен. Об этом сегодня говорили Рустам Минниханов и руководитель компании «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев. Сегодня стало известно, компания откроет в Иннополисе центр компетенции по беспилотным технологиям. Как отметил президент республики, «Трансмашхолдинг» – один из крупнейших мировых производителей поездов метро, рельсовых автобусов и трамваев. Итогом всех переговоров может стать движение составов метро Казани полностью без машинистов. В проекте бюджета Татарстана на 2021 год социально значимые расходы составят 77%. Сегодня предстоящий финансовый документ в кабинете министров во главе с заместителем председателя Госсовета Маратом Ахметовым обсудили парламентарии, профессиональные министры и главы районов. По прогнозам, дефицит республиканской казны составит около 3 миллиардов рублей. Как отмечают, в связи с пандемией для мировой экономики текущий год стал одним из наиболее сложных. В России ситуация усугубляется падением цен на нефть. Бюджет страны прогнозируется с дефицитом в почти 3 триллиона рублей. Совокупный дефицит бюджетов регионов более 800 миллиардов. При этом, как отмечают, меры, принятые руководством Татарстана для поддержки экономики и бизнеса, позволили минимизировать потери. Сегодня на 67-м году жизни скончался журналист, издатель и главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашид Ахметов. Свои соболезнования сыну журналиста выразил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Он отметил, цитата, «Рашид Ахметов стоял у истоков большой и нужной работы по освещению деятельности республиканского парламента, развития демократических основ и национального самосознания общества, борьбы с коррупцией. Обладая широкой эрудицией, высоким профессионализмом, к своей работе он относился как к общественной миссии служения людям. Светлая память о Рашите Ракиповиче навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в телеграмме. Прощание состоится завтра в 10 часов утра возле здания Татмедиа.
К другим темам. Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поздравил 14-летнего Данилу Новикова из Мензелинска с удачным выступлением на шоу «Ты супер». В своем инстаграм президент пожелал ему успеха в полуфинале. «Данила, ты молодец, отличное выступление», написал Рустам Минниханов. Напомним, мальчик представил республику в 4-м сезоне международного вокального шоу для детей, оставшихся без попечения родителей. Мама Данила умерла, когда ему был год. С тех пор его опекает бабушка, и свое выступление он посвятил именно ей. Что я есть в твоей судьбе, лишь прическу, как корону, дай поправлю на тебе. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Марина, этот мир не для меня. Обладатель Кубка Стэнли в Нижнекамске. Сегодня в свой родной город на Каме приехал Михаил Сергачев. Воспитанник Нижнекамской школы хоккея стал первым татарстанцем, завоевавшим главный трофей североамериканской НХЛ. Увы, из пандемии хоккеист кубок с собой взять не смог. Как встречали знаменитого нижнекамца, увидел Дмитрий Аринин. А уж как были рады этому визиту юные хоккеисты. Еще 10 лет назад Михаил Сергачев сам выходил на этот лед и делал свои первые шаги в большом хоккее. Еще вчера вон под стол пешком они бегали, а сейчас вон выше меня на голову. Конечно, и в хоккее, и во всех планах вырос. Именно этот тренер разглядел в маленьком Мише талантливого хоккеиста. Тогда ему было всего 6 лет. В 14 из Нижнекамска он переехал в Подмосковье. Затем играл за Акбарс. После отправился в Северную Америку. Главный трофей НХЛ Кубок Стэнли взял в составе Тампа Бэй Лайтнинг. В регулярке и плей-офф защитник сыграл почти в 100 матчах, где забросил 13 шайб. Сегодня, стоя на льду с юными хоккеистами, как рассказал Михаил Сергачев, он сам как будто вернулся в детство. Все свое детство провел, играл и игры, и тренировался, поэтому и встретил своего первого тренера здесь, поэтому очень круто, и спасибо ребятам, организаторам, что сделали такой мне подарок, то есть я на всю жизнь это запомню. Визит визитом, а тренировку ребят никто не отменял. Михаил поэтому не стал задерживать юных хоккеистов. Возможно, кто-то из них составит ему компанию в Национальной хоккейной лиге. Дмитрий Аринин, Александр Халин, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. О погоде в продолжении выпуска. У нас к этой минуте все. До встречи. Для тех, кто заботится о главном. Весь октябрь в автоцентре Марка Datsun от 387 900 рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. Обновленный Nissan Qashqai и X-Trail уже в наличии в автоцентре Марка. Успейте взять первым с выгодой до 324 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Здравствуйте! Мощный антициклон не впускает традиционную осень в наши края. И 14 октября ожидается прекрасная погода. Но об этом чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, еще один хороший погожий день ожидает жителей Юго-Востока республики. Погода будет радовать теплом и отсутствием осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге комфортная золотая осень и до 19 градусов днем. Не ожидайте изменений в худшую сторону и в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Здесь малооблачно, без осадков, температура повышена. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, будет тепло, 18 градусов со знаком плюс. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске на небе небольшие облака, но солнцу они не помеха. Тепло сохраняется, плюс 19. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше аналогичная ситуация. Без осадков и столбики термометров уверенно держатся на отметке 15 градусов и выше. И еще одна интересная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций.
Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». За 12 лет отменили свыше 39 тысяч операций. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. В Казани ожидается переменная облачность, без осадков, ночью 10, а днем 19 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 54%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна полезная информация. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 октября в аптеках низких цен Pharma Impex проходит акция «Купи выгодно». Берегите себя и своих близких. Покупай выгодно в аптеках Pharma Impex. Дитролекс 1172 рубля. Визин 293 рубля. Крион 10233 рубля. Выбирай ближайшую аптеку. Аптеки Pharma Impex. Аптеки низких цен.